Привет, Борис. Здорово. Здорово. Привет, 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 привет. Так. Добрый вечерочек. У меня есть что 9 вечера. Что за игра? Прикольный хоррор. Про чувака, который следит за тем, чтобы всякие разные грибники, любители пикника в лесу и прочие чувачки, которые бродят по лесу, чтобы они не разжигали огонь и там прочее. В общем, играем за лесничего, который будет проживать на башне около какого-то времени. Я точно не знаю, как долго. Просто такая игра уже была, Firewatch называется. И она довольно-таки прикольная была. И данная игра будет про это. Да, кажется, будет интересная игра очень. Очень интересная. Так. Так, сейчас. Кое-что потом. Любишь пельмени? Ну, а кто их не любит, вопрос? Ответный. Хороший, приятный фастфуд отечественный. Но они, сука, дорогие сейчас. Блин, безумно дорогие. Поэтому планируем, когда деньги появятся, они появятся не скоро, закупить фарш, сделать тесто и сидеть и лепить эти прекрасные пельмени. Окей. Угу. Так, а вот и я. А вот и я. Так. У тебя маленькая писянка. Мартышка. Так. Вроде бы все. Так, сохраняем. Фотошопец. Чат включился. Звук, надеюсь, нормальный. Окей. И запускаем игру. Игра, скорее всего, будет короткая, поэтому я, если что, на всякий случай также заготовил другую игру, в которую мы поиграем после этой игры, если мы с ней очень быстро разберемся. Звук отличный? Хорошо. Ну, зомби, да. Ну, не зомби, а просто ужас какой будет твориться. Barely feasible. Ты еще прикалываешься, что ли? Ну, давай так хотя бы. О, да ладно, тут русский есть. Ха! Пугерс. Да ну, прикол. Русский. Жесть. Вообще. Вот это победа. Если у вас есть история, чтобы поделиться, пришлите ее тут. firstofatoms@gmail.com. Ну, короче, данный сборник хоррор игр, она построена таким образом.
В общем, по этому мейлу люди присылают свои страшные истории, а разраб смотрит их, выбирает и создает под ней игру. Все так, все так. Ну, они прям не часто выходят. Типа максимум 2 раза в год или 1 раз в год. Поэтому так. Да. Так, Iron Bar Lookout. Так, Fears of Atom — это эпизодическая игра в жанре психологического ужаса, в которой каждый эпизод представляет собой короткую историю, рассказанную теми, кто выжил. Вы играете в 4-й эпизод, 5-й эпизод будет выпущен в ближайшее время. О, вот так вот. Время прохождения эпизода 2 часа. Ну, класс, класс, класс. Круто. Привет, Михаил. Здорово. 12 мая. Привет, я смотрел прохождение игры Fears of Atom, Carson House на ютубе и заметил, что вы просили прислать вам истории. Это типа чел, рассказчик, пишет. То, о чем я собираюсь рассказать, произошло, когда мне было 24 или около того. Мне кажется немного странным рассказывать кому-либо об этом из-за причудливой природы и абсурдности всего этого. Но я чувствую, что это может помочь мне осмыслить мои воспоминания об этом. Я знал, что делиться этой историей где-либо еще было бы глупой идеей, потому что люди сказали бы, что я лгу. Как я и написал, это был самый страшный опыт в моей жизни. Ну, да, интересно, по крайней мере. Тут и история будет интересная. Хорошая, интересная игра. Если что, сразу скажу, Сеттарсир тоже собираюсь играть, когда выйдет. Я Джек Нельсон. У меня была небольшая работа рейнджером в государственном парке. Вот, рейнджер. Я был пожарным смотрителем в одном из самых больших лесов на северо-западе Тихого океана. Мили и мили густого леса, находящегося в ведении лесной службы. У меня была зарплата, которая позволяла мне сводить концы с концами. Привет, Маша. Но я не мог позволить себе побаловать себя ресторанами, красивой одеждой и так далее. Моим самым большим достижением на сегодняшний день является, что я смог купить для себя внедорожник с большой финансовой помощью моего отца. Этот фургон был единственным ощущением дома, которое у меня было в то время. Однажды в город приехал, да? Да, я в Якутске, ага. Однажды меня перевели с одного блокпоста на другой из-за каких-то официальных обстоятельств. Однако для меня это не было большой проблемой, поскольку я жил не вне своего фургона и любил путешествовать. Я попрощался с несколькими людьми и отправился на новое место. Это было примерно в 2 часах езды. Какой жуткий эмбиент. О, класс. Дом прям кайфовый. Да, управляемость этой машины намного лучше, чем с той машины, которая была во второй части. Во втором эпизоде, точнее. Ох, нихера себе сообщение. Блин, давайте прочитаем сообщение. Господи, блин. Еще подумал, что за хрень. Так. Я жил довольно одинокой жизнью. Ладно, датчика. Я не буду читать во время езды. Это помогает успокоить мой разум, держать воспоминания в узде. Лоу-фай слушает чел. Прикольная музыка. Лоу-фай неплохой жанр на самом деле. Хоть он и стал, так сказать, слишком популярным, но раньше-то считался капец каким андеграундом. Я всегда любил отдых на природе. Быть окруженным природой придавало мне радость. Когда я был в лесу, я чувствовал себя как дома. Да не пиши мне, я за рулем. Я не понимаю, как люди, сука, переписываются во время того, как ездят. Я вообще не понимаю. Мне даже стремает это делать во время езды в игре. А люди это делают, сука, в жизни, бля.
Я увидел закусочную, которую говорила Кайла. Ёпта, тихо, тихо, тихо. Не скажешь, что я сильно гордился своим рождением. Да нормально. У него есть страховка. Ничего страшного. Блин, чё он так туго поворачивает? Телефон втыкал. Ну вот, я еще не понимаю, как можно быть таким сратым Гэндоном, читать сообщения в телефоне, пока ты ездишь на машине. Потом я ему губу сделал. Ну правильно, правильно. Тут уж я, блин, скажу. Я обычно против насилия, я осуждаю такие действия, но тут я прямо скажу, блин, и правильно, и по делу. Так. Так, что там? Что там? Этот новый оригинальный менеджер такой гад. Иногда я хотел бы, чтобы у меня была такая работа, как у тебя. Просыпаться с природы вдали от людей, просто получать деньги за то, чтобы ты наблюдаешь за проносящимся мимо ветром. Хотелось бы, чтобы моя работа была действительно такой легкой. Честно говоря, меня бесит моя работа. Я уверена, что присоединюсь к тебе в следующем сезоне. Как я уже сказал, тебе здесь всегда рада. Дай мне знать, если хочешь, чтобы я поговорил с Джорджем. Определенно, пришло время перемен. Кстати говоря о переменах. Айрон Барк. Джек Нельсон, Айрон Барк, Fire Department. Смотрящий за огнем, типа. Я смотрящий, ребята. В следующем месяце они переведут меня в Айрон Барк. Тот, что после Росбурга. Да, слышу, что у них больше комнаты и меньше туристов. Позвони мне. С папой я тебе перезвоню. Как дела? Все еще в пути. Из всех дней фургон решил спустить колесо именно сегодня. Не поздно ли? Если не умру с голоду до приезда, у меня все. А ты уже проехал мимо Росбурга? Нет, а что? Я помню эту закусочную, когда проезжал в Росбург. У них лучшие бургеры в городе, и ты должен их попробовать. Я бы вкусно поел перед новой работой. Спасибо, Кей. Жизнь он питонит, я вообще думаю, кто так чавкает? А это, кажется, это тот человек. Подсмотрщик, да. Так, это Мич Скотт. Поздравляю с переводом, ты готов? Просто пишу тебе, чтобы ты был назначен на 11-ю вышку. Добро пожаловать, это Мич, кстати, из Айрон Барка. Спасибо, слышал много о тебе, от Джорджа. Жду не дождусь с тобой встретиться. Только что получил свой паспорт. Твоя смена начинается 12-го. Без проблем, я буду там. Что-то еще? У меня есть твои документы, просто принеси свой паспорт. Джордж мне сказал, что работа не новость для тебя. Могу я тебе задать один вопрос? Конечно. Почему ты выбрал именно эту работу? Не знаю, как на это ответить. Я просто наслаждаюсь. Или его отсутствие, я полагаю. Извини, я всегда задаю этот вопрос всем новичкам. Люди идут сюда в поисках убежища или чтобы узнать себя, но они уходят даже не сказав ничего. Видимо, им лучше сидеть в кабинете. Честно говоря, я присоединился к Айрон Хорсу в прошлом году, не знаю, чего ожидать, но одинокая жизнь мне надоела. Что касается меня, я не могу жить в городе, я принадлежу этому месту. И я уверен, что прекрасно адаптируюсь к Айрон Бар. Хорошо, надеюсь, у тебя дела лучше, чем предыдущей леди. Где я могу припарковаться фургон? Так ты приедешь в пятницу? Просто припаркуй свой фургон сзади в гравийном парке у ворот Д. Понял. А оттуда ты пойдешь пешком по тропе Золотого ручья. И оттуда ты потратишь пару часов, пока не доберешься до вышки. Хорошо, понял, спасибо. Ты видишь Билли у ворот, просто покажи ему паспорт. Окей. Ништяк, ништяк. Не, ну понимаете, да? Чел настолько жестко, громко чавкает, что это слышно по всему, сука, по всей парковке. По всей парковке. Забыл. Стримерские уши идем. Какая жуткая. Добро пожаловать в закусочную Твин Ривер. Как у вас дела сегодня? Китаец, видимо. Да уж. Хорошо, а у вас?
Располагайся в любом месте, я скоро подойду. Хорошо, спасибо. Музычку поменяю. Так. Давайте сядем здесь. Нормально. Добрый вечер, я Барбара. Готов сделать заказ? Да? Итак, что вы же надумали? Чизбургер и картошку фри, сэндвич с жареным сыром и луковыми кольцами, фрикадельковый сэндвич и куриные наггетсы. Фрикадельковый сэндвич? What language, bro? Lanky Devi. Janky Devi. Hello. It's Russian, but barely I can speak with, English too, if you want. Давайте чизбургер. Чизбургер and French fries. Ага, наши бургеры лучше на Западе. Будете что-нибудь пить? Клубничный слаж. Чтоб меня вообще, типа, ну, днище. Чтоб я обосрался по пути, не. Кофе тоже обосрусь. Ну, кола... Ну, кола еще окей, да, я колу возьму. Прекрасно, что-нибудь еще? Этого достаточно, спасибо, это все? Нет. Выбор, да. Ну, достаточно, спасибо. Отлично, я принесу ваш заказ, как только он будет готов. Зовите меня, если вам нужно будет что-нибудь еще. Звучит хорошо, спасибо вам. Капец, у твоего мелкого глаза странную форму примет, когда он вниз голову отпускает. Блин, прикольно они тут. Ну то нога, тут сейчас вот приготовят и принесут еду. Так, можно встать, походить. Мне нужно было подписывать и дать, подписывай. Пись. Посмотрел такой. Я использую инструмент для перевода как... Кто этот ребенок, твой сын? Да. This is my son, yes. It's my second son. His name is Harus Khan. My first son is Arul Khan, and my third son is Julur Khan. I have 3 kids, 3 boys. Ободок нас. Да, нормально. Я вроде справился. Но в этой игре я поссал лучше, чем в жизни, это я точно могу сказать. Привет, Квиклоу. Да, нормально. Спасибо, что спросил. У тебя как? Как здоровье? Нормально. Кстати, на самом деле лучше, чем было в Таиланде, я бы сказал. У меня желудок вообще ни разу не болел с тех пор, как я здесь. Тоже нормально? Отлично. А в Таиланде у меня все время желудок болел вообще. Кошмар какой-то. Так, давайте-ка начнем с бургера, конечно. Потребляем. Консумит. Я осознал, что пройдет еще немало времени, прежде чем я снова смогу отведать такую еду. Найс. О, Кайла. Так ты в итоге приехал? Да, я здесь, как оно? Еще ем, но очень вкусно. Да. Кола. Huge sweet. Говорил же?
Тебе нужно прислать мне рецепт запеканки, о котором говорила. Эта еда напомнила мне. У меня будет шанс погрузиться в искусство кухни на новой смотровой площадке. Окей. Вау, да? Я еду домой, отправлю позже. Вам понравилась еда? Да, она была отличной. Вам нужно что-нибудь еще или мне принести счет? Счет, пожалуйста. Хорошо, я вернусь минут на минуту. Спасибо. Кайф. У тебя там кетчуп, майонез, еще все это балдеж. Да. Острая еда, наверное, продырявила тебе изнутри. Не, я думаю, это тайский убер-квас. О, ваш счет. Все вместе $6. Держите супер чаевые. Это же игра. В игре можно и проскошелиться. Спасибо за щедрые чаевые. Да. Имею право на свинство. Я сдал большие чаевые. Шучу, не делайте так. Весь день в поездке, да? Куда направляетесь? Я направляюсь на север, чтобы выставить заказ, а вы? Я сотрудник государственного парка Айронбарк. Так это правда? По их словам, что случилось с теми детьми тогда? Это правда? Что? Мне пора. Наверное. Не могу представить, что пришлось пройти родителям. Это кошмар. Не понял. Какая-то срань случилась с какими-то детьми в лесу. Вы выглядите немного потерянным. Просто проезжая мимо. Так, а куда вы направляетесь? На мою новую работу в государственный парк. Ой, прекрасно. Я думал, что эти работы еще существуют. А чем вы занимаетесь? Я работаю в сфере финансов. Я финансовый аналитик в крупной фирме в центре города. Вам нравится ваша работа? Да, это нелегко, но мне нравится. Как минимум, я всегда занят. Ну да, типа, люди присылают свои жизненные истории, которые они пережили в своей жизни. Это удивительно. Не думаю, что я смогу выдержать такую работу. Это удивительно. Да, наверное, иногда я могу быть непредсказуемым. Но я ненавижу то, чем занимаюсь. Здесь довольно тихо. Да, так уже давно. С тех пор, как новое шоссе провели мимо этого города, дела идут довольно медленно. Очень жаль, вроде бы неплохое место. Раньше так и было, но, видимо, времена меняются. Пожалуйста, отстаньте от меня. Ладно, я пойдем. Надо ехать дальше. Давайте вот с этим мистером поговорим. Это что? Хавает и хавает. Понравился бургер? Этот маленький кусочек края — это мое любимое место на выходных. Вы тут новенький? Я новый сотрудник государственного парка Айронбарк. Тогда вы, наверное, слышали новости. Какие новости? Ну, несколько недель назад 3 детей пропали в парке без вести. Это было во всех новостях. Что с ними случилось? Никто не знает. В официальном отчете говорится, что они заблудились, но местные думают, что произошло что-то еще. Что-то еще? Ходит слухи, что какое-то существо поймало их. Это хоррор, да. Существо? Ну да, по типу Бигфута или Человека-козла. Люди говорят, что-то подобное живет в этих лесах. Вы верите в это? В этом лесу пропадает много туристов и отдыхающих. Некоторые из них возвращались с рассказами, в которые нереально поверить. А некоторые вовсе не возвращались. Ладно, пойдемте. That you miss me because the weather's cold and I'm knowing life is fast. And you know I got you, but I'm always on my ass. Fuck it though, when you're up, I'm feeling down, and when you're around, I'm feeling gone. I'm on my way to nothing, always in the universe. Please just take my pain away, I'm in reverse. Yeah, you know I got you, but I'm on my way to dirt.
как ты забанился. Привет, Краска. Я хочу указать местоположение этого парка. Лол, блядь, мисклик. Сорян. А что ты там сделал? А что ты хотел сделать? Так. Я занял, я загнал свой фургон пешеходную тропу. На чат хотел нажать. Ну, разбанчивал. Так. Ублюдок. Ёлки-палки, ты напугал меня. Я думал, ты один из них. Один из кого? Да благословит нас Бог. Могу ли я взглянуть на ваше разрешение? Ты ведь Билли, верно? Разрешение, пожалуйста. Сойденду. Испугался, да? Испугался, да? Страшно. Иди. Ты ведь Билли, верно? Я новый смотритель, меня перевели сюда. Это правда? Я не знал, что мы принимаем на работу в этом сезоне. О, там чел ходит, там чел ходит, там чел ходит. Нифига я внимательный. Чел был, видели? Подожди, дай мне проверить. Ёлки-палки. Ладно, приятель, можешь идти. Ты работаешь на пожарной вышке номер 11. Я приношу извинения за путаницу. Мне сложилось впечатление, что вышка останется без персонала на весь сезон. Ну вот твои ключи. Взять ключи. Да, окей. Позволь мне открыть для тебя ворота на тропу. Окей. А, это вот те трое детей, потерявшихся. Вот они. Холодос. Поскольку ты приехал так поздно, тебе может понадобиться этот фонарик для долгой прогулки к вышке. Спасибо, Билли. Будь осторожен, возьми это. Добро пожаловать в Айронберг, приятель. И еще, когда ты доберешься до своей вышки, не забудь сделать отчет о погоде в твоей системе. Так мы будем знать, что ты добрался и что с тобой все в порядке. Если понадобится, ты можешь связаться с вышкой номер 12. Во время работы он хороший парень. Он будет твоим ближайшим контактом в случае необходимости. Спасибо, Билли. Что такое? Эй, небольшой совет. Не уходи дальше, чем на полмили или около того к северу от твоей вышки. А почему? Опасны леса в той стороне, приятель. Рыси и медведи. Плохие дела. Окей. Я думаю, он пытался меня напугать, но он выглядел очень серьезно. А мне надо взять с собой какие-то вещи или типа того? Дверь ванной почему-то заела. Так, давайте вырубим.
Так, сумку взял. Все взял. Это старший сын? Нет, это средний. Тихо. Иди. Прям поиграй. Ты слабая. Котенок. А, вот же еще. Смотри-ка. Бриткни. 3 сына. Да. Да, чё? Это у меня жена молодец. А я-то чё? Здесь кто-то есть, блин. Не слышу? Жена молодец, родила 3 сыновей, да. Мне очень повезло. Муж не молодец, даже дерево не посадил. Да вообще негодяй. Эх. А, меня, кстати, официально взяли на работу. ТК. С завтрашнего дня. Уже официально рабочий. Но минус в том, что, скорее всего, этот месяц я вообще без бабла, блин, проживу. Пиздец, тяжкий месяц придется. Типа, у них зарплатная система такая. 15 числа ты получаешь за предыдущий месяц, а 30 числа ты получаешь аванс к основной зарплате. То есть, получается, я в октябре проработал 5 дней, с 25 октября начал работать как стажер, и от 30 тысяч считается там как 5 дней. Ну и в итоге мне, короче, тупо дадут 6 тысяч рублей к 15 числу. А к 30 числу я смогу взять максимум 7 тысяч как аванс, или 15, если попрошу. Но это, естественно, в минус от основной зарплаты. Поэтому хуета какая-то. Да. Так, а это что такое? Какая-то метеорологическая вышка. Я мушку чинить опять 2 раза кликаю. Купил бы новую мышку, что страдать-то. Хотя, если это прям, ну... Gold Creek Trail, 0,4 метра. Давайте глянем на что-то Gold Creek Trail. Осторожно, медведи в этой зоне. Да ну нахер, чтоб мне набалнул. А, нельзя. Ладно. Да, бочком двигается намного быстрее, чем... Я прям как ниндзя. Жить в пожарной вышке не самая легкая работа. Просто представьте себе, быть здесь совсем одним неделями. Это работа не для каждого. Но у меня всегда была любовь к природе. Утильки шек. Чтоб сразу. Либо ты увольняешься. Чисто как черт. По лестнице на вершину атмосферника. О, вон, 12-я вышка, кстати. Вон он. Как только ты на вышке, твоя работа это наблюдать за пожарами и чела. Господи, боже мой. Так, ну что ж. Так, пожарный искатель как гигантский компас с размером пиццы.
Ну что ж, надо доложить о погоде. Вот этот измеритель, по-моему, ветра же, да? Скорости ветра по-любому. $19 кнотов. Аэромбарк, что-то там. Ну-ка. Как из сцены Человек-паука стоит. Запускается Rainbow 98. Rainbow 98 профессионал. Так, окей. Флайер. Радиооборудование лежало на деревянном столе, оно было моим главным источником коммуникации. Так, где флайер от Аэронбарка? Лол. Здесь чел любил покурить прям. А где флайер? Так, все вышки должны следовать этим правилам. Так. Свет вырубаем после 12 ночи. Supply дропы каждое воскресенье. Вообще никаких гостей в вышках. Так, Ironbark 11. Refuel генератор, update reporting software, no video games, Так. Ага. И перед сном каждый раз звонить, типа, ну, этому, рядом. Это такие... Завис стрим на ютубе. Так, ну давайте. Все, зашли. Аэромбарк 11. Все работает. Ну, видимо, просто стрим надо было обновить. Окей. Так. Надежный виртуальный помощник, который поможет вам сегодня максимально эффективно использовать возможности вашего компьютера. Блин, вот шрифт бы им поменьше сделать, было бы вообще офигенно. Сюрприз! Вы нашли меня, как я могу помочь вам сегодня? Флеш-драйв медиум. Сервис репортинг. 19 кнопок. Так. Новенький. Я не знаю твоего имени, как тебя зовут? Я Джек. Я видел, как ты включил цвет. Должен сказать, что я рад, что вышка номер 11 снова жива. Кто это? Я Коннор, пожарная вышка номер 12. Ты за мной наблюдал? Ну, это моя работа. Мне пришлось присматривать за твоей территорией, пока ты не приедешь. В любом случае, что привело тебя в этот райский уголок? Просто ищу изменений. Я очень устал. Меня перевели сюда из Айронхорса. Опытный товарищ, значит. Теперь я понимаю, почему Митч выбрал тебя. Я очень устал. У тебя огонь не разведен? Нет? Зажги его, температура вот-вот упадет. Ты ведь не хочешь сидеть и дрожать во время шторма? Понял, спасибо. Так. Что там? 19 кнотов. Температура. Точнее. Ноль. Так. Температура какая? Температура. Температура 46,1 F. По Фаренгейту 46,1. Ага. 0. Reported by.
Жек. Жек. Угу. Ну, круто. Легкая работа. Изи. Так. Давайте займемся разведением огня. Я не вижу дыма. Ты уже поджег? Печка должна быть у входа. Зажги ее. Здесь нет дров. Дров нет? В хижине должно быть полно дров. Марли так это и сделала. Сестрин, которая была смотрим до тебя. Она была суровой женщиной. В любом случае, тебе лучше разжечь огонь. Так ты комфортнее переждешь шторм. Бензин должен быть в твоей хижине, но если его нет, то ты всегда сможешь взять припасы из склад твоей хижины. Так, окей. Да, бенз есть. Так, дров нету. Так, придется сходить за дровами. Отпугиватель медведей, фонарик, бинокль. Окей, надо запомнить, что тут есть вообще. Довольно-таки стрёмно на самом деле. Я вообще небольшой любитель природы. Я бы, наверное, не смог вот так работать. Так. Капец, это небезопасно. Не горит, ладно. Вижу дым. Приятно видеть, единственный вышел снова живой. Ты уже отметился на ночь? Так, мимо нассал. Есть немного. Да, сделано. Отлично. Тогда я заканчиваю на сегодня. Вышка номер 12 отключается. Спокойной ночи, новичок. И не давай клопам себя покусать. Спокойной ночи, Коннор. Поговорим завтра. Ну, давайте немного поиграем. Тут даже игра есть. Походу. Да. Похоже, он готов сразиться с зомби. Отлично. Провести время. Удачи, цельтесь в голову. Нихера себе, это прям шута. Воу, покер. Блин. Ой, аим, конечно. О боже. Хедшот. Блин, как ты мог? Как я мог насрать? Да блин! Попасть бы вообще. Nice.
Полуночи еще нету. Так что можно спокойно балдеть в игре. Игра в игре. Блин. Ну-ка, пойдем в подвальчик. Нормально, нормально, хорошо идем. А в этом компьютере время вообще идет? Эта минута длится вечность. А, мать твою. Блин, почему все не похожи на гастарбайтеров? Так странно. На всякий случай осуждать игру или как? Блин. Да что это за дробовик такой, он прям вообще... А, он. Блин, чуть не умер. Я, кажется, эту игру могу играть вечно, да? Тупо очки набивать и все такое. Какая клоунская музыка.
Ну ладно. Уже наскучила эта игра. Так, вроде бы мы тут совсем закончили, да? Ну да, да. Ладно, свет вырубаем. А, погоди, покушать, наверное, надо. Или что? А, нет, просто спать. Три 26 ночи. Что за хуйня? What the fuck? Конор? Что за кого? Где мой фонарик? Быть здесь в полном одиночестве настораживает. А вот. Ну не знаю, дать прогуляемся. Пробил пописать. Пописал. Волки. И кто это? А я могу взять бинокль? Че, кто-то нахер? Вообще сложно разобрать. В ту сторону ушел. Ну все, дальше спать. Наверное, ветер, так сказать. Ночь вторая. О, хорошо. Ну, да, в этом есть какой-то белдиш. Гляньте. Пить кофеек. С пожарной вышки в лесу, смотря на офигенные виды.
А где мне фотоаппарат находится? Это... Неплохо. Чё, как слышно? Это Коннор с вышки номер 12. Как слышно? Как слышно? Слышно хорошо, Коннор, как дела? Вот же сукин сын. Че? В наши дни никто не досуживается получить разрешение на кемпинг. Ты видишь дым ксера тут в своей позиции? Блин. Хорошо. Ну, типа, наверное, нет еще. С севера. Понял. Дым был белым, означает, что там был костер. Мне нужно твое подтверждение. Видишь этот дым на севере? Да, вижу. Да, вижу. Похоже, он находится в секторе Лейси Трейл, который не является зарегистрированным местом для кемпинга. Такие люди даже не отсуживаются брать за собой. И риск пожара высок в это время года. Ты не против сходить проверить? Да, а у тебя есть еще какие-нибудь подробности? На данный момент каких подробностей нет. Просто следуй по тропе и следи за любыми признаками костра и потенциальных опасностей на пути. Окей, направляйся на север, доложу обстановку. Будь осторожен там. Не забывай носить с собой спрей от медведей, новичок. Конец связи. Так, спрей от медведей взял. Ну и погнали. Я был на неправильной тропинке. Это тропинка, на которой был тот чел вчерашний. Вот это, да? Остерегайся медведей. Да. 8:37 вечера. Я следовал по тропе, которая вела к дыму. Охереть, кто-то орет. Тут что, связь появилась? Я не только доехала. Так, пицца, паста, бейк, анкукет паста, маринара соус, пепперони. Кинь фотки, как приедешь. Окей. Какая-то сука свистит, блин. Офигеть, тут ножи. Я тебя вижу, мразь. Выходи. Покажись.
Привет, Анна Лебедева. Хороший племени. Это очень вкусно. Nice try. И что? А, смотри-ка. Огорошенный прям. Сначала он рецепт просто много мяса, мало теста. А, хороший. Ну да, такой. Ну, как бы не ошибешься с этим точно. И что мне еще сделать? Мужик хорош. Нормально. Территория за пределами участка была закрыта. Думаю, надо еще. Удачи в развитии канала. А ты уже уходишь, что ли? О, то за что? Ну ладно, спасибо. Спасибо за добрые слова. Так. Ну, как будто бы тут все, мои полномочия. Но я не понимаю, кто орал. Тут явно какой-то охотник. Хотя нет. Ладно. Пойдемте отсюда. Я слышу его. Девять 07. Пока я возвращался на свою башню в темноте, я не мог избавиться от чувства, что что-то было не так. Мой разум не мог думать о том, что могло произойти. Блин, этот псих где-то рядом свистит, блин, и свистит. Больной, блин. Схожу-ка я обратно за спреем. По крайней мере, один спрей мне всегда должен находиться под рукой. Свистит. Ну, тут какая-то стрёмная хрень. Какой-то непонятный челик бродит вокруг. Хотя я вроде как рейнджер. Ладно, вроде все окей. Пора делать погодные эти отчетики. Так, сила ветра 17. Окей.
Температура 48,5. Небо ясное. 48,5. 17. Самое интересное, что этот спрей вообще не нужен в игре. Он никого не слепляет. Тюрьму какую-то. Джек С. Я не был уверен, что вставил правильные данные о погоде. В смысле? Подожди, а что не так? 48,5, ну... Про который нам говорили не ходить. Ну я не в курсе. Я еще не проходил эту игру. Бармаленком салам. Привет, Лафайет. Здорово. Я играю впервые. А так... Ну, как будто бы, если там нет никаких концовок, ну, или если их мало, то это можно легко свести к тому, что, ну, типа, это же история. Кто-то будет тут? Какой Дота, ты что, с ума сошел? Когда я стримил Доту? Так может быть... А что не так с Дотой? Ну, я просто в него не играю. Ну, типа облачно, походу. Но они такие облачные. Клауд. Джек. А почему клиер написано? Флэш-драйв медиа. Коты. Так, ну-ка давайте-ка свяжемся с этим. Конор, прием. Эй, Конор, как слышно? Громко ясно, новичок. Я просто готовил себе немного горячего, но для начала как твои дела? Поговорить о лагере. Ты шутишь? Вот же сукины дети. Они никогда не учатся, не так ли? О ком ты говоришь? Я устал от таких ублюдков, это невыносимо. Часто такое бывает? Это уже третий раз за этот месяц. Ты что-нибудь еще замечаешь в этих лицах? Упомянуть крик. Крик? Должно быть одна из тех красных лисиц. Они звучат почти как кричащие посреди ночи леди. Это был мужской крик. Какие будешь проходить хоррор потом? Ну, сегодня, скорее всего, если мы это быстренько пройдем, то я возьмусь за... Сейчас скажу, как называется... I am on observation duty. 6. Это был мужской крик. Не понимаю, о чем ты говоришь, новичок. Но я слышал от рейнджеров, что в последнее время многие туристы стекаются в этот район из-за исчезновения тех 3 детей. Дети пропали в этой местности около месяца назад. Они пошли в поход со своими семьями. Позже сошли с тропинки и просто исчезли. Ни следа от них с того момента. И что случилось с теми детьми? Мы не знаем. Их родители сказали, что какой-то свист согнал их с пути. Это невероятно. Мы тоже слышали свист. Люди начали распространять слухи о том, что на этой территории обитают какие-то сущности. Знаю, звучит безумно. Можно предположить, что эти слухи отпугнут людей, но, как ни странно, все наоборот. Иногда я только и хочу, чтобы они были правдой. Ну,
Теперь ты знаешь, чем Мич срочно пытался найти кого-то. Почему, да? Окей. Рад служить? Отлично. В любом случае, спасибо за бдительность. Я должен связаться с властями, чтобы они позаботились об этом беспорядке первым делом с утра. Мы больше не можем потерпеть этих болванов. Если они их найдут, я лично позабочусь о том, чтобы они больше никогда не вступали в этот лес. Будь на связи. Буду. Конец связи. Конец связи. Окей. Ну ладно, смотрим котиков. Ох уж эти коты. В любом доме у любого человека они могут быть. У наркомана, у одинокой женщины, у одинокого мужика. Это будем писать письма. Рофрос. Ну-ка. Hi, everyone. I'm Ron Ross, and I'm here to paint with you. Today, I got some cool paint. This is something called testicular green. It reminds me of my wife. I love my wife. Anyways, a little water there. Фак, а он на паузу не ставится. Сын писать хочет. Хаспик пришел. Это мой сын, я что-то. Хаспик, блин. Ладно, потом посмотрим. Рона Росса. Так. Окей. Лазанья. Боже, такой крутой вид, я завидую. Кстати, смотри, что я получил дома. Лазанья.
Окей. А я могу... В этот момент я умирал от голода. Мне надо было взять все ингредиенты, которые нужны были для рецепта кейлы. Кейлы? Так, ингредиенты. Офис. Так. Нет. Паста. Что там? Так, паста, маринара соус, пепперони, моцарелла. Щит. Маринара. Так, это не знаю что. Елки. Елки. Все, оно испортится. Очевидно. Я не понимаю, что там. Так, моцарелла. Nice. Так. Пепперони. Холодос, да. Так, что там еще? Так, маринара соус, пепперони, моцарелла и томаты. Томатус. Кайф, все. Белгиш. Ну и чё, кто там? Да-да-да. Конор? Только что нажался на их задницу властям. Что они сказали? Не переживай, лесная служба позаботится об этом с утра. Облегчает. Надеюсь, они смогут их разыскать и дать им по рукам. Ну что я тебе скажу, я, пожалуй, пойду спать. Я знаю, это был трудный день, но ты отлично справляешься. Спасибо, Конор. Вышка 12. Отбой, конец связи. Спокойной ночи, Конор. Мне нравилось есть в постели. Серьезно? В постели? Я бы поел тут или еще где. Ну, в постели. Ну ладно. Да, это вкусно смотрится. Уже себе питон. Это типа... Я даже не знаю, что это. Не лазанья, это... Или это лазанья будет правильно? Наверное, лазанья, да? Я уже наелся. Но я же думал, ты до конца, до победного. Так, ладно, давайте еду оставим тут. Блин. Давайте пироги. Это картошка по-любому с сыром. Нет, это не картошка. Рецепт такой. Пицца, паста, бейк. Бейк. Короче, бейк. Паста, пицца, запеканка. Что-то в этом роде. Короче, сырая паста, макарон, можно сказать. Маринара соус, пепперони, моцарелла, сыр моцарелла и ломтики томата. Ага. Ну, как будто супер просто, да, ребят? Просто все ложишь на этот самую тарелочку
на 420 градусов херачишь, 35-40 минут и наслаждаешься. Звучит как супер изи. Ну все, ложимся спать. Employee training. Welcome to Ironbark State Park. If you're watching this video, then let me be the first to say, congratulations! You have been commissioned by the Ironbark Fire Department to protect one of the most prestigious parks in the state of Washington. Established in 1897, we've been known as one of the safest parks in America. We hope you can keep it that way for many years to come. This training video will ensure that you work to the best of your abilities. You've been selected as one of our fire lookout observers. This is a truly rewarding job which requires many hours of hard work. You will be working in our state-of-the-art lookout towers. And the following is a list of responsibilities you will have. Keep watch for fire. Fire isn't going to be noticeable all of the time, so also keep watch for smoke. Make sure to know what color the smoke is. It may be crucial information. Fires are best stopped before they spread out of hand. Keep records of daily temperature. When the temperature rises, it is best that we have those recorded. The science nerds at the Panoramic Preservation Society require us to note all changes in temperature. We think it's best not to get into a lawsuit. Keep records of daily wind speed. Wind is a big factor when it comes to fire. Use the anemometer to scientifically gather the data. After collecting the data, input it into our state-of-the-art service reporting form. This is a highly complicated form, often used by NASA employees. So don't be too ashamed if you can't figure it out at first. You have the privilege of using such a form. Keep campers out of unregistered campgrounds. The campers might start a campfire which could lead to a wildfire. They will not always listen to authority, so take precaution when escorting them. Make sure... Keep maintenance of the park. Make sure the park is kept clean. We have a status to look out. You have a great season out there on the tower. Try not to damage any of the equipment. And remember, if you see smoke, don't joke. Call the authorities and notify them of the predicament immediately. Good girl, my god. Ну ладно. Давайте ляжем спать. Перед тем как спать, надо закрывать. Я всегда закрывал доски. Закрывал доски. Что это значит? Ты гляди. О, господи. Анна Гогли, спасибо за фоллоу. Я испугался фоллоу. Большое спасибо за поддержку. Так. Все. Готов спать. Ё-моё, опять ночью проснулся. 20:27. Меня разбудило какое-то чувство, которое заставило меня открыть глаза. Ну, ё-моё, опять мудак свистящий. Той ночью было что-то необычное. Блин, он там.
Да, Срик спускается, ушел. Исчез. Ё-моё. Я не знал, что думать в этот момент. Единственная логичная вещь, о которой я подумал, это связаться с Коннором. Коннор, прием. Мне нужно поговорить с тобой, это очень срочно. Ты тут? Ты хоть знаешь, сколько сейчас время? Тут что-то есть прямо за моей дверью. Не могло ли подождать до утра? Упомянуть про череп. Знаешь, что я скажу, новичок? Лучше игнорируй этих детей, валяющих дурака. Я подозреваю, что это то, от чего устала Марли. Не думаю, что это сделали детишки. От этих детей можно ждать все, что угодно. Можно смотреть курсы ужастиков, считать тебя... А что это смешно? Так, подождите. Такое ощущение, будто это ритуал. Давай не будем горячиться, новичок. Мы в самом центре глуши. Ладно, вот что мы сделаем. Я пошлю тебе кого-нибудь, чтобы там тебе все проверили завтра. А сейчас просто закрой дверь, глубоко вдохни и отдохни. Мы мало что сможем сделать в темноте. Настанет утро, и ты даже не заметишь, как быстро пролетело время. Постарайся уснуть, Джек. Конец связи. Спокойной ночи, Коннор. Слова Коннора не имели никакого смысла. Потому что он идиот. Но я мало что смог сделать в темноте. А где мой фотоаппарат, лол? Это очевидно надо сфоткать, не? Ну как доказательство, типа. Я бы фоткал. Блин, фотоаппарата нет. Ладно. Странно. Спать ложимся просто. Да уж. Ночь 3. На следующий день я проснулся, не будучи полностью уверен, была ли прошлая ночь реальностью или просто сном. Коннор пытался объяснить это как безобидную шалость каких-то детей. Но в ту ночь было что-то, что казалось мне мрачнее. В тех лесах происходит что-то странное. 8:34 вечера. Я паранойя этого леса только росла после прошлой ночи. Господи. Пальчиком протереть. Капец. Что делать с этим биноклем? У тебя вроде бы к следующему утру будет фотоаппарат. Ну, странно, он у него вроде всегда был. Блин, такой момент, когда надо прям по-любому использовать. Он не пользуется. Есть кто-нибудь? Мне нужна помощь. Пожалуйста, ответьте мне кто-нибудь. Так. Ну, это был как будто бы... Да, это... Если здесь север, то это запад же, да? А там восток. Моя паранойя заставила меня закрыть дверь перед тем, как сесть.
Так. Меня кто-нибудь слышит? Я слышу вас громко и ясно. Так, это Джек, вышка номер 11. О, господи, спасибо, я заблудился. Я действительно начинаю сходить с ума. Глубоко вдохните. Ладно, глубокий вдох. Что случилось? Я даже не знаю, с чего начать. Я пошел исследовать эту территорию и сбился со времени. А теперь темно, и я не могу вспомнить дорогу до своего грузовика. Я думаю, я заблудился. Вы можете писать свою одежду? Где вы сейчас находитесь? Какие принадлежности у вас сейчас при себе? У меня есть фонарик, компас, полностью заряженная радиостанция, двусторонней связи и ракетницы, и мое походное снаряжение. Так. Вы можете писать свою одежду? На мне надета красная куртка, камуфляжные штаны и зеленый рюкзак. Красная куртка, камуфляжные штаны и зеленый рюкзак. Где находитесь? Я в середине леса на этой тропе, окруженной деревьями, ночью все выглядит иначе. Я думал, что несколько выстрелов из ракетницы могут привлечь чье-то внимание, но пока никто не пришел. И все, что я это сделал, это подсветило деревья, и теперь все выглядит еще страшнее. Я просто хочу уйти, найти выход отсюда. Так, в какую сторону вы сейчас смотрите? Можете писать, что увидите. Я окружен деревьями, и я помню, как раньше проходил мимо небольшого ручья. В каком направлении вы сейчас смотрите? Прямо сейчас я иду на запад, потому что я помню, как шел на восток, когда пришел сюда. Спасибо, Господи, я вижу. Что вы видите? Сейчас я нахожусь на перекрестке тропы. Я не могу вспомнить. Мне нужно пойти налево или направо, чтобы вернуться в начало тропы. Вы можете мне помочь? Так, подожди, проверь карту, вернусь. Блин, чего нахер? А, тут же не карта была. Так. Эй, вы еще тут? Обе тропы выглядят довольно знакомо. Я просто так боюсь совершить ошибку и отлететь дальше дороги, пожалуйста, помогите. Да понял, я понял, подожди. Мудак. Так. Вот, вышка 11. Так, значит, он сейчас на западе. А, вот он. Он тут сейчас находится. Значит, ему надо пойти налево, по-моему. Логан Пасс Трейлхед. Налево. Логан Пасс Трейлхед. По-моему, налево. Вот же, налево. Хотя, возможно, он на этой дороге, хотя нет же, наверное. Он сказал, что идет с востока на запад. Ну ладно, попробуем поговорить. Начало тропы. Ну, как будто бы налево. Если он с запада... Ну, скорее всего, он с запада пошел на восток. И свернул вот в эту сторону, наверное. Тогда, если он с этой вот дороги идет... Так, если он идет с этой дороги, вот с этой дороги, тогда ему надо повернуть направо. Если скажу налево, то он пойдет в мою сторону. Блин, я не понимаю, где он, но пипец, тут как будто бы он... Он говорил, что видел реку, кстати. Значит, он об этой реке говорит, да, наверное? Хотя вот, Тамарок Понт. Возможно, он об этих говорит. Атаками Лейк.
Лейк, река Джозефина. Речка Голд Крик. Так, ну скорее всего вот она, да. Вот это тоже же ручеек, правильно? А он пересекал речку, кстати, он об этом говорил? Блин, ну, жалко, его спросить нельзя. Ну ладно, давайте скажем пойти налево. Хотя погоди. Логан Трейл. Жалко, что отказать нельзя. Да жалко, что переспросить нельзя у него. Типа, ты повтори, пожалуйста, что ты видел и так далее. Ладно, короче, налево. Давайте направим его налево. Он, скорее всего, по Логан Трейлу идет. Ему сейчас налево надо, чтобы вернуться. А, так и знал. Мне она сразу показалась знакомой. Я бы не поверил себе, не доверил себе такой, что спасибо за помощь в этом. Принятие решений в темноте может быть непростой задачей. Я прям здесь. Что вы имеете в виду? Я слышу тебя. Я сейчас в своей башне. Что? Я вижу тебя за деревьями справа от меня. Это не я. Ты меня сейчас пугаешь. Ёлки-палки, что ты там так долго делал? Я стучал целую вечность, меня попросили тебя проверить. Чем ты занимаешься, приятель? Я помогал заблудившемуся туристу. В такой поздний час надо было следить его бог. В любом случае, я принес припасы для вышки, просто обычные вещи первой необходимости. А я сейчас потеряю сознание, если продолжу держать это. Взять припасы. Что ты там делал прошлой ночью? Что ты имеешь в виду? Ну там, на севере, почему ты там был? Я бы не разгуливал там, приятель. Не надо было проверять дыму от костра. Господи, спаси и сохрани. Противные там дела, парень. Рыси, медведи. Будь осторожнее там, приятель. Эти леса ненормальные, и тут есть вещи, которые не хотели бы с тобой полакомиться. Не говоря уже о том случае, чего ты окажешься на огромное расстояние от помощи. У меня и здесь хватает забот. Конечно, эта работа довольно занятая. Я слышал, ты немного не в себе был. Все в порядке? Упомянуть череп. Господи, спаси, сохрани. Соси. Ты снял его на фото перед тем, как убрать? Нет, я не думал об этом. Ну я думал. Вот я думал. Знаешь, лучше не зацикливаться на таких вещах, парень. К тому же, мы не можем ничего сделать без доказательств. В любом случае уже поздно, я должен идти, просто продолжай наблюдать. Спасибо за припасы. И пошел. Ну что ж, давайте замеры делать. Сегодня ветрено, 25 кнотов. Пятьдесят 7. Ветрено. 1 шаг. Окей. Алексис Томпсон, Джейкоб Смит. Там вообще хорошо. Солнечно. Окей. Так.
Дерьмо. Так, ну придется сходить за дровами. Так, на всякий случай. Я был слишком голодный. Ладно, мне пора. Удачи с каналом, ты норм снимаешь. Спасибо. Еда была холодной. Блин. И действительно, она же с холодильника. О, фонарик. Не дадут пойти вниз? Блин. Так, окей. Сейчас поедим. Пойдем за дровами. Так, ладно. Сядем в кровати, кушаем. Блин, знаете, что мне это напоминает? Как он кушает, сидит. Сейчас покажу. Есть одно из моих любимых видео, скорее всего. Его можно включать, когда ты садишься кушать. Покушали. Вот так вот. Прикольная мышка. Так, ну чё, пошли за дровами. Блять, ёбаный гондон! Охуеть, я просто в ахуе. Скчец активировал награду за 1500. Да, это похоже на Firewatch. Привет, Мизик. Ты напугал меня до чертика. Я понимаю, что одиночество может побуждать твой разум играть с собой злые шутки. Ты чё орешь, напугал меня. Привет, Гудзон. Как твое имя? Имена бывают обманчивые. Зови меня Сайлос. Кто-то. Не надо тревожиться, я работник. Я просто проводил регулярное техническое обслуживание на радиовышке неподалеку. Я думал, могу сказать привет новенькому, о котором все говорят. Ты всегда работаешь так поздно? Каждое воскресенье просто пытаюсь поддерживать линии связи открытыми. Блин. Нам нужно убедиться, что нужное сообщение доходит до нужных мест, согласен? Согласен. Мы пользуемся информацией об обнаружении пожаров. Риск пожара высок в этом сезоне. Абсолютно. Но некоторые пожары предназначены для того, чтобы гореть. И никакая подготовка не остановит их. Что ты имеешь в виду?
природы свои планы, какие-то вещи нельзя проконтролировать, как бы мы ни старались. Этот больной ублюдок что-то затевает. Иногда стихийные бедствия просто являются другой формой очистки. Способ для Земли. Для самочистки. Увидимся позже, Сайлос. Спокойной ночи, Джек. Надеюсь, ты хорошо выспишься. Но помни, твое любопытство может привести тебя туда, куда лучше никогда не соваться. Прощай, Джек. И дровами. Бам! Поебало ему нахуй. Этот парень вызвал самые странные ассоциации. Он просто в лес ушел. Вы гляньте на этого урода. Просто в лес ушел. Вот же мудак, а. Капец, он меня напугал. Господи. Ладно. Блин, я вижу дым, который сходит. Ты видишь, только не говори мне, что ты не там. Новенький. Ты там? Ты о чем, блин? Я здесь. Наконец-то я пытаюсь связаться с тобой уже какое-то время. Где ты был? Встретил Сайлоса внизу. Встретил кого? Парня, следящего за вышкой неподалеку. Это по поводу вчерашнего? Что ты имеешь в виду? Ты пытаешься меня надурить? Что ты имеешь в виду? Та радиовышка не работает уже несколько лет. Охеренно, конечно. Она была закрыта несколько лет назад, после того, как в нее ударила молния, а ремонт был оценен как слишком дорогостоящий. Ее дата починки была отложена до следующего большого финансирования, которое произойдет не скоро, судя по словам Митча. Тогда с кем я базарил? Смотри, если то, что ты сейчас говоришь, является правдой, то это может быть очередной из тех болванов, подшучивающих над тобой. Он знал мое имя. Знал твое имя? Ты думаешь, он нас подслушивал? Возможно. В любом случае, притворяться работником парка строго запрещено, исходя из правил парка. Блин, Коннор тупой ублюдок, вообще капец, я его теперь ненавижу, реально, он просто мудило тупое. Сколько можно? Сколько можно? Это, блин, капец чел, конечно, я просто в аху. Ну, типа, знакомо всего ничего, а он мне говорит, что я тупо вру все время. Да ты пиздишь, да ты пиздишь. А над тобой шутят. Это херня. Блин, какой он идиот. Когда ты снова видишь, возьми его данные или сделай фото. Нам нужно выяснить поподробнее. Я понял. В любом случае, я вижу, что ты уже отметился. Думаю, я пойду посплю. Ага, спокойной ночи. Спокойной ночи, да. Не, ну он, конечно, супер мудак, я вообще в ахере. Господи, боже мой, и что мне делать, а? Топор есть, ёкало мене, топор. А, подождите, я забыл сделать кое-что важное. Так.
Окей. Ложимся спать. Только 3-я ночь, да? Мое беспокойство начинало расти с каждым днем. Поэтому, когда я отметился той ночью, я сказал себе, что мне нужно просто привыкнуть к новой обстановке. Странности, которые я видел в этих лесах, были еще недостаточны для того, чтобы вызвать тревогу. Однако это скоро изменится. 2 ночи спустя. 9:18 вечера. Привет, Алексей. Хороший что-то. Да, спасибо. Новичок, у тебя найдется минутка? Конечно. Что ж, хорошая новость. Я только что получил сообщение из штаб-квартиры. Они говорят, что у нас на компьютере новое системное обновление. Очень хотелось, чтобы я тебе сообщил. Они говорят, что это важное обновление системы безопасности. Думаю, больше никаких шпионов. О чем она? Ну, они говорят, что оптимизировали ПО для создания отчетов, улучшили систему связи и крайне необходимых исправлений безопасности. Но знаешь, на мой взгляд, все это выглядит одинаково. Как не обновить компьютер? Если честно, все эти новые технологии, на самом деле, это не мое. Осмелюсь сказать, что однажды эти компьютеры заберут всю нашу работу. Да ты будешь старым, че ты, Конор, вообще переживаешь? Типа, пенсия тебя ждет. В любом случае, используй консоль для запуска нового системного обновления. Я уверен, что такой молодой парень, как ты, сможет разобраться в этом. Спасибо, что дал мне знать. Окей. Так, консоль. Ну, help. Так, checks for available system update. ЧХК АПД. Так. Первое. Блин. Так, давайте-ка сначала security patch. Security patch версия 54.68. Fuck. Help. Ну давайте апдейт просто. Апдейт. Так. 5468. 5468. Блин. Security patch версия 5468. Сука, апдейт. Так, security patch. Да. Пока шверс. 2.1.1. Окей. Апдейт. 2.1.1. Такой апдейт. 2.1.1. Код 43.46.0. Так, 43.46.084. Окей, найс. What the fuck? Что? Serviceable lines. Serviceable lines. А что мне выбрать нужно? Какую линию? Занятый, serviceable. Ну, давайте 5416. Так, ну 54. Блин. Точнее, ну
5, 4, 8, 7. Окей. О! Окей. Электричество пропало. Шикарно. Фак. Вот и обновляю компьютер после этого. Надеюсь, этот Сайлос мудак не придет, а? Так, генератор закончился срок его. Словно я хотел в туалет. Окей. Так-то палево. Ну да. Окей. Одну неделю спустя. Время пролетело незаметно. Генератор Коннора был на ремонте, а это означало, что мне приходилось прикрывать его территорию в течение последних 2 дней. Когда не было пожаров, единственное, что я делал, это проверял Коннора дважды в день. Это был единственный раз, когда я разговаривал, если только я не разговаривал сам с собой. 2:34 ночи. Еще один. Я знаю, что уже поздно, но ты захочешь это увидеть, Джек. Джек. Джек, просыпайся. Да. Вот так. Джек, ты меня слышишь? Я здесь, Коннор. Ладно, вот я вот что тебе скажу. У меня сейчас совсем нет сил на это. Ну что случилось? Я тут надрал свою задницу, работаю над этим старым мусорным генератором. И теперь я вижу это. Я вижу еще один дым к западу от себя. Похоже, у нас появился еще один турист. Похоже, это в твоем секторе. Посмотри, что ты сможешь увидеть этот лагерь со своей вышки. Фак. Наверное, мне нужен бинокль. Я знаю, что? Мне нет сил разбираться с этим дерьмом сегодня. Я позволю тебе разобраться с этим. Ой, да ты что, Коннор, да? Опять я, да? Если на этот раз они не убегут, сфоткай их лица и паспорт. Если ситуация ухудшится, не стесняйся обращаться за помощью в штаб-квартиру. Сообщи мне завтра утром, не собираюсь немного отдохнуть. Фак. Вот это дерьмо. Ладно. Ну. Чё за хуйня, что это? Единственное, что имело смысл в это время, зафиксировать доказательства. Они что, трупы сжигают? Офигеть, их много. Сделать фото. Так. Блин, они бегут сюда по-любому. Вот дерьмо. Вот дерьмо. Я в дерьме. Мы
Ты в дерьме. Ну, я как сучка спрячусь под кровать, пожалуй. Эта мразь пошел. Он тут? Он где-то тут стоит? What the fuck? Пошел нахер! Крикни ему в спину. Крикни. Беги, сука, беги! Блин, запер. О, бля, бежит! Заводи, сука, и езжай. Когда в кровь хлынул адреналин, я нажал на газ и поехал к домику смотрителя парка. Запыхавшись, я связался по рации, чтобы предупредить штаб. «Послушай, Джек, мы все здесь немного сходим с ума», — ответил Митч. На следующее утро власти якобы провели небольшое расследование в этом районе. Но, конечно, они не обнаружили никаких улик. Никто никогда не верил в мою историю, отвергая ее, сбрасывая все на одиночество. «Просто продолжай следить за пожарами», — продолжал Митч. Однако это был последний раз, когда моя нога вступала в эти леса. Беспокойство все еще тяжелым грузом сидит у меня в животе. А фотография? Это что, типа... Все забыли про фотографию? Несмотря на то, что прошло много лет, пережитое все еще живет в моей памяти. Моя семья подумала, что я все это выдумал, что действительно не в моем стиле. Но я знаю, что я видел. Настоящие они или нет, с наступлением темноты эти леса могут стать убежищем для незаконной деятельности. Найс. Прикольно, четко. Пожалуйста, будьте осторожны. Отправляйтесь в поход, написано. Ну что ж, пойдем. Нормально. Вывод игры такой. Отправляйтесь в поход, ребят. Ну и кал. Ну и дерьмо. Ну типа концовка такая, типа... Все зря.
Нас посчитали лжецом и такое. Хотя прямая угроза нам была как раз таки. Ну и дерьмо какое-то. Чё за ублюдки такие? Никто просто не верит. Никто. Конор, Мич. Чисто все такие. Да уж. Топ-донатеры даже этой игры есть. Жесть, круто. Real Studios. У него даже свой логотип появился. Раньше его не было, кстати. Ну, такая вот игра. Да, забавная, интересная. Интересная. Ну, что скажу. Прикольно, я жестко пересрал. Прям заорал, как мразь в один момент. Да, было жестко. Так, можно было бы сейчас пойти спать, в принципе, но... Я думаю, что можно, в принципе, взглянуть на одну игру одним глазком. Типа, что она себя представляет. И тоже пойти спать, возможно. Так, игра называется... Эта игра, по-моему, новая. И у нее даже, типа, есть как-то, ну, много частей. Так. Угу. Ща. Быстренько установится. Так, игра называется... Блин, у нее такое название длинное. Знаете, как она называется? Я на службе наблюдения. I'm on observation duty. 6. Observation duty 6. Угу. I'm on observation duty 6. Игра называется. Ну чё, заценим. Заценим. Что будем делать? Да вот хоррор хотел один поиграть.
Ну, хотя непонятно, что там делается, что за игра, но она выглядит интересной. I am on Duty Observation 6 называется. Сейчас гляну, что за прикол. Почему-то... Понял. Ёлопало. Ну, блин, походу, пока не поиграем. Пока я в него не смогу поиграть. Ёлки-палки. Ну, ладно. Завтра тогда надо докачать ее. Не докачал, оказывается. Так, ну тогда. Давайте попробуем парочку игр в Half Sword поиграть. Я из кликера вынул и обратно вставить не могу. Что за кликер? Погодите, я, по-моему, не тот запустил. В этой версии какая-то в мышке, которую ты кликаешь. Ты же чинишь свою мышку в натуре. И чё, он как будто бы уже норм? Собирается чиниться или все-таки там все плохо? Продолжает тупить. Да? Это вот нормальная версия была? Ну ладно. 0.3. Так, ну, блин. Дать канделябр бери. Вот это оружие. Не, что это за говно? Блин, я немного забыл управление. Так, ботиночки. Ах ты мать! Охереть, он меня зарезал просто быстро. Шустро. 180 очков. Ладно. О, штаны. О, топор. Все, рубим. Вот это все. Ну все. Чё, чувак? Побрить тебя? Не убивай. Кошмар какой. Ядрить. Кошмар какой-то. Блин, что-то они прямо реалистично себя ведут, да?
Угу. О. А, мать твою, пошел нахер! Ядрить. Где мой топор? Блин, просрал где-то топор. Ялки, не пойдете. О, ё-моё. Я прям с мясом выдрал, у него там кости одни остались. О, это я беру. Хотя вот это вот я, пожалуй, вот так вот, да, в кармашек положу. Давай. Биг ботинки не нужны. У меня уже есть. Воу, что ты? Вот это я дал! Ядрить, что делаю я просто? Я его порубил на куски буквально. Кошмар какой-то. О, шлем! Найс. О, ё-моё. Вот это я трупы расчленяю, конечно. А что это такое? Прикольно, что есть какая-то разрушаемость бочек тут. Блин, прикольно, да? Жалко, что в последнее время стали, ну, забывать об играх, завязанных на физике. И слава богу, что есть люди, которые, ну, вспоминают о таких играх. То, что надо делать игры с физоном. Блин, четко по голове. Ну, насколько я понимаю, это игра типа как рогалик. Ты идешь, лутаешь всякие вещи крутые, и лут становится все круче и круче, и враги, скорее всего, будут становиться тоже круче и круче. Ё-моё, я ему кишки выпустил. И в конечном итоге ты будешь встречать, наверное, и боссов всяких, бронированных людей, там прочее, так далее, так далее, так далее. Короче, будет, ну, сложность будет расти, мне кажется. Вот это я, конечно, молодец. Ну, вообще, вот этот музон, он появился недавно, как будто бы его раньше не было. Это движок Эйфория. Непонятно. Но очень похоже, да, типа ведут себя так, как в GTA 4. Да, как, которая была в GTA 4. Очень похоже.
Музыка кончилась. Видимо, босс. Да, босс. О, коса. Едри. Смотрите, я скромсал этого челика. Warrior 2. Да. Все. Ему хана. Определенно точно. А, ты чё, дурак, что ли? Вставай! О, ё-моё. Опа. Блин, вы смотрите, жесть какая-то. Он уползти пытается. Ужас какой. Да, вот это я дал. Средневековье, что ему сказать? У него не было шансов. У него были такие раны, которые, ну, там, ампутировать, короче. Да. Ну, я своего рода тоже доктор, я ампутирую конечности, которые... Ёпта! Которые в конечном итоге не подлежат восстановлению. Кошмар. Так, щит я, пожалуй, положу за пояс. Что за видео? Копейщик говна. Синий возьму. Шапка не нужна. У меня есть крутой шлем. О, ножик. У меня есть коса. Ты чё? Успокойся. А, ты чё, дураёб? Меня убивают! 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 Пиздец! За что? Я просто споткнулся, вставай, мудак! Нет! Не убивай! Не убивай, мудила! Сука! Я тебя... Конченая срань. 1600 очков. Я просто споткнулся. Чисто спотыкушка. Блин. Чисто анлаки. Спотыкач. Да. Тяпкой. Или это Клюшка, а это Джоэл, а я девочка-качок, которая собирается отомстить за своих родителей. Тых, тых, все. О, это рана из неприятных. Вам доктор пропишет вечный покой.
Я ему грудину... Ядрить. Прям жестко в голову дал. О! Походу это билд викинга. Викинг билд. О да. Это точно викинг билд. Вы гляньте, два топора. Погнали. Так. Что там? Типа серпа? Не. Как топор покруче будет. Стиль пьяный топор? Да, это. Пьяный викинг. Канделябр. Ах ты, сука! Блять, ты меня канделябром убить решил! Нет, 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 нет! Не согласен, не умру! Во! Сука, ты на кого канделябр поднял, а? Ты на кого канделябр поднял, сука, я тебя спрашиваю. Вот именно. Сдохни, урод. Все. Он не жилец. О! А что за управление тут? Васт. Васт. Вот хожу. Толкая ноги влево, вправо, вперед. Q. Это вот подобрать левой рукой. Е. Подобрать правой рукой. Зажать Q или Е. Оп. Убирает вот в карманы оружие. Ну, на веревочке вешает. Соответственно, также наоборот. Мышкой. Левая, правая кнопка мыши это левая рука. Хоп-хоп-хоп. Левая кнопка мыши это правая рука. Хоп-хоп-хоп-хоп. Как-то так. Также я не знаю, для чего вот эта кнопка F. Также есть кнопка, ну, фотки. S. И все. Trust. Инвентарь еще есть. Поменять руки X. Сдохнуть G. Локон. Локаться на таргет можно? Что? F это лок на таргет. Прикол. На, сука! На, сука! Залочился жестко на него. Ауч. Покидаем место преступления. А что за лоб? Ну он следит за целью. Я залочился на этого чувака. Блин. Иди нахер! Иди нахер! Лопатой меня убить решил. Пошел вон. Я ботиночки одел. Нет, не одел. Сука, прикинь, лопатой меня замочить хотел. Ха, собака. Все. Но я думаю, он потерь крови умрет. В конечном итоге. Здесь, кстати, по-моему, можно увеличить. Да, количество крови. Урон
Игроку урон NPC. Ну, ничего себе. Ладно, пускай будет все на стандарте. Creepy Man 77. Спасибо за фоллоу. Спасибо. Новые ботинки не нужны. Мы тут в хант играем. Ну блин. Мне поздно уже. Я скоро спать лягу. Это босс, если что. Ты умрешь? Все. Опачки. На нахер. Все. Обновим наш лук. Так, все. Коса. Блин, игра вылетела. Та за шо? А, не, нормально, продолжаем. Блин, игра крутая. Продолжает с того же места, откуда вылетела. Просто цвет одежды поменялся. Единственное. Топор. Да не, мне и так имба оружие. Ё-моё. Какой же я стрёмного же. По ножкам. По груди. По животу точнее. Ну это да. Тут уже как бы. Так, давайте количество крови, наверное, поубавим, а то из-за этого лагает, походу. Здоров, как делишки, как настроение? Хочется чего-нибудь жесткого, сюжетного, типа Алана. Попробуй рукопашку. Да нахер? Ну блин, чел копейщик, ну его нахер. Отобрать у них оружие. Не, это же игра типа рогалик, надо до конца идти. Сюжетного говоришь? Ну я вот хоррор играю, и Алана Вейка еще до конца не прошел. Ёпта, я его прям кошмарно убил. Не, копейщики тут имба. Надо от него бежать. Да нет, чел, пожалуйста, отстань. Фак! Блин, опять игра вылетела. Короче, кровь. Из-за крови много вылетов. Из-за крови много вылетов. Надо поубавить кровь. А так, конечно, эпично выглядит. Ничего не скажешь.
Не смотрите, какой я чистенький стал. У-ху! А у тебя там где часов 5 осталось, да, почти? Ну, блин, ай! Кай, мудак, твою мать! Сука, блин, заговорился. Ну, я там инициацию почти прошел до конца. Короче, там непонятно. Не знаю, ну там 25 часов наиграл и 22 или больше даже, не знаю. Ну я прям не спеша играю, очень не спеша. Я, получается, третью игру за Алана прошел. И сейчас за Сагу должен играть. Ну как, там можно, конечно, в любом порядке играть, но я по очереди играю. Типа сначала. Чел. Сука, мудак. Сука, гордон вонючий. Сука. Блин, что так? Ёлупала. Так. Сука, я тебя вот этим забью до смерти. Так. Все. Ёлки. Так. Я хотел его серп взять. Ну ладно. У меня один серп есть. Ебать. А ничего, что у тебя серп побольше, чем у меня, сука? Нет, не убивай! Блин, я что-то растерялся. Блин, как начало какого-то музыкального клипа. MTV. Oh yeah. О, ножик. Блин, я хочу метнуть ножик. Ах ты, сука, блин, ты меня... Чё, блядь, ты меня табуреткой убить решил? Пиздец. Блядь, это чё за хуйня? Сука, режет же меня. Сука, пин табуретку ударил. Сука, режет меня, мразь, режет, сука. Стоп, бля, пиздец. Первый человек меня просто табуретку ушатал. И потом зарезал. 30. Как будто это мой возраст. Умер в 30 лет. О! Что грустно, на самом деле. Да отпусти ты этот сраный стол. Возьми шапку. Ну, блин. Во, все. Капец, я вооружен. Табуретка — опасное оружие. Бэмна! Бэмна!
Все. Пойди со стены надо. Господи. Табуретка, табуретка. Табуретка. Бам! Это было мощно. Прям четко по его голове прям ударил. Табуреты. Да на кой черт мне лопаты всякие там? Деревянное оружие. Серьезно? Мне тут железо и табурет. Табурет. Кошмар. О, наступило время для топорного билда. Или для табуретного билда. Все. И как генерал Гривус из Звездных войн. Оби-Ван Кеноби. Тверкаем, тверкаем. Нормально. Воу, тихо, тихо. Не садись на мужика. Причем на мертвого. Оу. Чё? Давай я тебе дам табуреточки. Присаживайся. На. Чё ж ты лежишь? Садись. Блин, вот эти табуреты, конечно, прям супер твердые. Их прям хороший трудовик делал, это очевидно. Вы гляньте, какие они. Табуреты смерти. Никто не выживет. О, нет, табуретка ушла. Нет. Все. Молоточек, а мне табуретки. Пам! Пам! Массаж спины табуреточкой. Поход сделал. Кайф. Так, это положим сюда. А я тут табуретками всех ебашу. Нормально. Чё, сука, не ожидал табурет. Ау, блин, ты чё мне косой ударил?
Лежа. Чел трамбует тебя в этот сраный каменный готический асфальт. Все, коса. Блин, вставай, чел. Не надо. Он умер, все. О, пошли. О, штаны. Чел. Ну это все, это прям сразу лоботомия, по-моему, случилась только что. Хирургический точный удар по голове. А, копейщик, 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 копейщик. Это желание. Блин, что такое копии? Копейщики собаки. Ядрить, что творится. Джейн. Джейн, да. Блин. Шлем. Найс. О, щит. Давайте вот на эту руку. Вот. Видел сейчас прохождение Резик 4. Ремейк не хочешь пройти? Освежить, так сказать, ощущение. А, я проходил 4 Резик ремейк. Офигенно. Вот правда DLC не проходил. Вот DLC я бы, да, поиграл. Блин. Да сука! Блять, ебаная! О, боже. Копейщики, суки, а. Ладно, я тоже копейщиком стану тогда, раз уж такое дело. Я DLC за Advent не проходил еще. В этом ремейке. Ой, как только я сказал, что я хочу быть копейщиком, мне дали виллы. Найс. Ремейк. Да, на ютубе есть. Там нарезки даже мне есть. Правда, не всего. Ну, вообще, я был бы не против перепройти 4-й ремейк. Он классный. Что-то еще живешь, что ли? Блин, я ему прям в ногу воткнул. Прям желудок. По-моему, вилами вот так вот убили, да, этого Геральда. Ебать. По книге, насколько я помню. Ножичек положу в карман. Чел, тебе так не повезло с этим ударом.
Жесть, конечно. Так. Ну, более яркие штаны. Блин, в таких штанах обоссышься, никто не поймет. Ядрить, чувак. Как же тебе не круто. Да, это больно. Блин, прикиньте эти виллы, а? Даже если ты переживешь, ну, файт, потом от ранений-то у тебя это... Ну, просто заражение, гангрена, все херня. Очень мерзкое оружие. Получить ранение от такого. Этими вилами говно убирают, сено херачат там вообще. О, чел. Ботинки. Так, положу-ка себе в карман. Топорик на всякий случай. О, шапка. Хе-хе-хе. А, побрил тебя немного. И куда ты? На! Жизнь, ему пушку отрубил. Да, запасное оружие понадобилось. О, блядь, ебать, пиздец! Тихо. Ублюдок, а? Это было жестко. Красная шапка. Бля, пизда мне нахуй. Все. Подожди. Фу херня. Фу хрень. Так, босс, пожалуйста, босс. Помойку сразу его. Вилами.
этот заборчик. Так, тут надо копье брать срочно. О, красненький весь. Так, берем копье. Во! Вот с этим будем работать. Вставай, нет. Нельзя умирать. Нельзя. Полупокерские штаны. А, мать твою за ногу! Зарублю, тварь, зарублю, нахрен! Сдохни, сдохни, сдохни! О, мразь! Как же топор спасает меня, вот запасной, вообще офигеваю. Когда слишком близко подходит, достаю и просто режу. Рублю. А, блядь! Ядрить, вот эта ситуация, конечно, была. Ёб твою мать. Жесть, конечно, вы смотрите. Сфоткал. Доставайся, доставайся. Чел. Ты не уйдешь. Ты меня убить пытался. Копьем. Блин, я ему чуть в жопу не засунул это копье. О, меч. Ну, кстати... Да блин. А можно просто возьму меч и уйду? Игра. Ёлопало, откройся, пожалуйста.
О, слава богу. Фук-фук-фук-фук-фук. Найс. Теперь у меня есть меч. Ядрить я ему мечом просто. Присела я что-то. Давай вставай. Охереть. Мощно. Опять глаз включил. Я просто рад тебя видеть. Здорово. Здорово, ятрок. Смотрит прямо в душу. Ох, ядрить, чел, просто все, без шансов. Интересный топор. Блин, капец, я... А, блять, какая ты, смотри, а! Чуть не ушатал же меня с концами. А я весь такой красивый, блин. Вот так вот у меня ведь было бы не очень хорошо. Ты платишься за это. О, все. Нифига не меч. Так. Блин, я его прям в жопу засунул. Как-то не спортивно, что ли? Так, вот это меч. Вот это я сейчас буду жесткий. Шашлык нарезать. Так, положу-ка я, пожалуй, ножны. Так, шлемы. Гарда уродская, согласен, да. Бля, едри, чел, ты меня типа напугал, знаешь. Палец, дерьмо. Зачем брать палец, если есть копье? О, блядь, сука, вытаскивай нож! О! О, ёпта, это было близко.
Когда будешь драйв-ап играть? Ну, скоро. На самом деле, да, типа, контент конкретно разноображен. Ну, я и так это уже делаю. О, парень, тебе пиздец. Блин, копье, конечно, решает прям хорошо. О, да. Блять, еще один копейщик. Сука, вот этого мне не нравится. Ситуация дерьмо ебаное. Бля, видели, как близко подошел, сука? А! Чуть не зарезал же. Тварь. Че, ножки больно? Сейчас я тебе расскажу проникновенную историю. Ладно, подожди. Это я промахнулся. Проникновенная история номер 2. Ёб твою. Да ты непробиваемый. Проникновенная история номер 3, ну... И 4. Блин, он прям Борис хрен попадешь, реально. Ты чё? Сука. Ну тебе пиздец. Ты смотри, вытащил еще палец, падла. Сдохни. Кишки тебе выпущу. Все. Блин, копье. Копье. Да почему в жопу-то засунулся? С чего бы это? Нет. О, тихо, аккуратно. Странная фотка. Блин, у него сфинктер-то прям железный, да. Не отпускает, смотрите. Ладно, дарю. Все, бывает. Тут есть другой. Копье без венерических заболеваний анусных. Чистое копье. Ядрить черт. Сабля Ладина. Ну, кстати, сабля Ладина может быть прикольный. Попробую взять. Ну, в ближнем бою, наверное, выручит мою жопу. Да ёпта, не роняй, пожалуйста. Все. Наверное, его доставать будет проще, чем этот меч в ножнах. Блять, у него огромный меч такой. Чё, ляжки больно? Блин, кал какой-то застревает еще. Ну, вот этот быстро достается. Хороший.
Хорошо идем, кстати. Прям нормально. Так, я его, пожалуй, через стол ёбну. О, ну все. Ты приехал. Обезоружил, кстати, того чувака. Давай, Маша, спокойной ночи. Вот он скоро пойдет. Скорее всего, это будет последний трай. До победного. Или до конечного. Смотря что получится. Ух, нихера! Жесть! Имба! Вы гляньте! Защита для шеи! Капец, я выживу еще буду. О, ну-ка. Посмотрите, как я защищен! Прям вообще огонь. Круто. Блин, тихо. Ёлки-палки, умри, чел. Погоди-ка. Или что? Мне кажется, этот меч супер здоровый. Или он такой же? Да не такой же. Кажется. Ух ты. Неплохой меч. Блин. Кстати, быстро достается? Быстро. Да, покруче будет. Пиздец, он бронированный. Ёпта, вас много.
Блять, зарубили твари. А, черт, а было неплохо. Ё-моё, было неплохо. 3060 очков. Пожалуй, самый лучший трай. Но их было очень много. И хорошо бронированные. Надо было меч доставать, да. Вывез бы тогда. Да. Тут прям надо находить хорошее оружие какое-нибудь. Мне кажется, стоило с мечом отыгрывать дальше. Надо было. Окей, так. Так. Ну ладно. В принципе, все. Сегодня закончили Fears of Phantom. Потом я думал пройти другой хоррор, но с ним немного не получилось. Но ничего. Завтра поиграю. Завтра выходные, завтра пятница. Очень даже будет к месту поиграть подобные игры, хорроры и там прочее. Поэтому, да, увидимся завтра. А пока я буду заканчивать. И переходите по ссылкам на YouTube, а самое главное на Telegram, потому что в Телеграме творится всякие интересные вещи. Там и новости, там и еда, которую я кушаю, выкладываю. Как бы это ни звучало, но это так. Например, сегодня на работе я кушал картофельное пюре с куриной грудкой, которая была заправлена с морковью и соленым огурчиком. Такой охуенный. Да, было очень вкусно. Ну и в общем, всякие разные новости и там прочее, да. То, что мне кажется интересным, то и вылаживаю. Ну, то, что лично кажется мне интересным. Да. Ну, в общем, все. Увидимся завтра. Всем... давайте зарейдим кого-нибудь. Раз уж я заканчиваю. Кого-нибудь зарейдим. И спатеньки. Раз уж кого-нибудь зарейдим и спатеньки. Ну, на сей раз-то рейд пойдет гладко, я надеюсь. Хотя там фоллоу защита стоит. Ладно, такое себе. Рейдить человеку, у которого фолловеры стоят, как обязательная тема. Давайте сикроса. Сика. Сикрос. Вот это прикольный стример. Передавайте привет из Сикросу. А я пойду спать. Хотел помонтировать видео, но может помонтирую и пойду спать. Да. В общем, да. Всем спасибо еще раз и всем пока. Хорошо посидели. Да. Всех с пятницы приближающейся. Завтра последний рабочий день. Всем пока.